надеюсь, что мы ее продолжим. Рада видеть. Жива? Ты жива? Я жива, мы все живы. Ты жива еще, моя старушка? Слушай, может мне наушники надеть или нормально меня слышно? Коллеги, давайте в чате напишем, как слышно Александра. Вам достаточно? Пишут, что все слышно и видно. Добрый день, уважаемые участники. Подключайтесь, настраивайтесь на работу. О, Оленёкский наслед, привет, Оленёк, это Арктика. Андрей, здорово. Это берег, южный берег Северного Ледовитого океана к нам присоединился. Очень Звук приятно. у всех отключен, коллеги, ну для того, чтобы мы были в рабочем состоянии. Рада видеть, Оленёк, отлично. Еще ждем. Напишите, пожалуйста, звук, видео, особенно сконцентрируйтесь на Александре Гизалове. Видно его, слышно, хорошо. Давайте отработаем все. Хорошо. Рада видеть Арктику, это здорово. Давай еще раз попробуем звук. Попробуй наушники. Вот так больше, лучше слышно. Лучше слышно? Да, но мне, по крайней мере, лучше слышно, когда ты в наушниках. Сейчас все попробуем. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Лучше, да? Хорошо, да, да. Привет. Фонд Харысхал, да? Да, отлично. У нас сегодня на нашей платформе «Добрый день, кто подключается». Мы, не удивляйтесь, что кто-то получил ссылку в Ютубе, а кто-то получил ссылку в Зуме. Дело в том, что зарегистрированных желающих перевалило за 200 человек. Ну и для истории мы решили, чтобы наш канал оживить. И он у нас живой, но мы просим подписываться на канал. Звучит единый ресурсный центр Республики Саха-Якутия. Приходите к нам в гости. Особенно те, кто хочет узнать, что такое волонтерство, что такое проектирование. Сегодня у нас есть студенты. Я надеюсь, что студенты подключаются к нам. Спасибо СВФУ, точки кипения, нашим новым партнерам. Здорово, когда у нас молодое племя подрастает. Алдан, отлично, это юг Якутии, здорово, рады видеть. Ну, география у нас сегодня будет такая, вся республика Саха-Якутия и Москва. Александр Гизалов, Москва. Прошу любить и жаловать. Еще чуть-чуть, наверное, подождем, коллеги, потому что точно минут 5-7 мы можем, Александр, можем общаться. А коллеги в чате можете написать про звук, про видео, поздороваться, мы можем помахать друг другу, давайте реакцию нашу проверим. Как настроение, коллеги, пишите в чаты, и в Ютубе чаты сейчас просматриваются, и в Зуме. Оля Бородина, привет, это наш наставник из наставнического центра нашего. Как дела? Давно не виделись. Давайте, наверное, мы будем настраиваться пока на на нашу встречу, на школу. Мы с вами сейчас попали в школу социального волонтера, да, и рада всех видеть. Здорово, что мы виртуально можем встречаться. Если бы не пандемия, Александр бы точно прилетел к нам, да, Саш? В прошлом году в декабре ты был у нас? Да, в декабре, да. Да.
Ты был в декабре у нас. И вообще, по-моему, с 2016 года мы тебя здесь каждый год наблюдаем в Якутии, и это здорово. Спасибо. Надеюсь, что после пандемии ты к нам прилетишь, но сейчас виртуально мы будем встречаться. И сразу про планы, да, вот у нас сегодня 10 ноября, и давайте мы запланируем до 9 декабря провести нашу вторую встречу, которая будет продолжением школы волонтера. И я думаю, что мы можем немного поговорить и про проектирование, потому что есть запрос, особенно у наших уважаемых студентов, которые к нам подключились сегодня, СВФУ. Прямо есть очень мощный вопрос на изучение технологий социального проектирования. И те, кто пишут сейчас курсовые, готовят свои дипломы, вы должны понимать, что это тоже связано с проектом. Как это ни странно, но это тоже проект. И вот у нас такое предложение, то есть через месяц, а может чуть раньше, мы с вами на этих же просторах виртуальных встретимся и будем говорить про школу социального волонтера и школу социального проектирования. Есть такой заказ. Так, еще чуть-чуть ждем. Саш, ты нам что-нибудь расскажи, чтобы мы твой звук еще послушали разок. Ну, помимо того, что я сегодня буду говорить о добровольчестве, да, я хотел бы разделить, так скажем, тематику сегодняшнюю. У меня два как бы воззрения на эту тему, да, то есть я вообще говорил бы и хотел бы говорить, допустим, о создании добровольческих центров, которые необходимы для того, чтобы, вот о чем я потом буду говорить. Но в связи с тем, что мы сейчас пока эту повестку не формируем, да, что создание добровольческих центров для того, чтобы привлекать добровольцев, обучать добровольцев, готовить добровольцев, сопровождать, информировать, поддерживать, лечить добровольцев, в хорошем смысле слова, да, то мы сегодня будем говорить вообще о ценности добровольчества, да, и вообще о служении добровольчества. А вот тему, связанную с созданием добровольческих центров, тогда мы, может быть, отложим на какой-то другой момент. Почему это важно? Потому что не все НКО сегодня имеют ресурсы для того, чтобы создавать отдельно взятые направления по подготовке, сопровождению, поощрению, включению и так далее. То есть это целая составляющая. Поэтому сегодня поговорим о ценностях, о том, как все это происходит, как человек приходит к этой теме, что он об этом думает, какие у него возникают моменты, когда он приходит в добровольчество. Да? Это касается уже самого добровольца. А вот относительно структуры, которая могла бы этим заниматься, формировать повестку, насыщать методическими какими-то обоснованиями, я надеюсь, мы тогда об этом поговорим, может быть, в следующий раз. Да? По поводу социального проектирования тоже отдельная тема, потому что вот сейчас я буквально третий месяц мы реализуем проект новый, да, наставнический центр, именной наставнический центр. Но я могу сказать, что, вот, наверное, благодаря тому, что есть богатый опыт, практика, система связи с агентами влияния, у нас движение достаточно динамичное. Вот как сделать так, чтобы сочетовать замысел с ресурсами, ресурсы с мероприятиями, плановостью для результативности деятельности. Конечно, для этого требуется обучаться. Вот. И хорошо, что эта школа сейчас у вас там работает, потому что все обучение – это как раз на пользу развития понятийного аппарата и понимания, куда я двигаюсь, что я делаю, чего у меня не хватает, к чему стремиться. Вот. И какой уровень, вообще, к какому уровню стремиться, потому что исполнительское мастерство – это тоже вопрос профессионализации добровольческой среды. Вот я думаю, что мы должны все двигаться именно по этой траектории, чтобы добровольцы не воспринимались как люди «подай, принеси», а это были профессионалы, способные решать самые сложные, самые трудные задачи, которые возникают в рамках взаимодействия с тем, с кем мы работаем. Вот. Хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, наверное, мы с вами начнем? Или мы еще чуть-чуть подождем? 0,5 минут, это, знаете, для Якутии это кто-то только выдвинулся на оленях утром ранним для того, чтобы успеть на нашу школу.
Да. А я тоже, смотри, я приготовила, Саша. Я вижу, да. Мы подготовились с тобой. Ну, у меня прям... Давайте я начну представление, да, нашего уважаемого, мне даже лектор, сложно сказать, это эксперт, наш друг большой, наставник фонда «Семья для ребенка». Я, Вешникова Ольга Анатольевна, представляю фонд «Семья для ребенка». Это некоммерческая организация. Для тех, кто не в курсе, кто мы такие, с чем нас едят. Александр Гизалов представляет наставнический центр Александра Гизалова, автономную некоммерческую организацию. И мы сейчас с вами находимся на платформе Zoom и открываем торжественно, перерезаем ленточку в школе социального волонтера благодаря фонду президентских грантов. Тема очень сложная, проектирование, гранты в соцсетях. Достаточно часто Александр, он имеет свою позицию насчет грантов, у нас своя, но могу сказать, что вот такая поддержка грантовая некоммерческих организаций, она дает нам возможность встречаться, помогать и, кстати, содержать волонтерские и наставнические центры. Еще про Александра, он знаменитый писатель, я держу его книгу, кстати, даже с автографом, Саш. Это твой автограф, «Соленое детство», документальная повесть выпускника детского дома. Советую, рекомендую прочитать. Он автор многочисленных, и он показал, еще нам покажет, шпаргалок для волонтеров, методических, информационных материалов специально для нас, для тех, кто хочет узнать, что такое волонтер, для тех, кто уже в рядах волонтерских, и для тех, кто, возможно, уже вырос из волонтера и стал наставником. То есть волонтером тоже может развиваться. Давайте следующий слайд покажем, коллеги. И, то есть вы сейчас находитесь на платформе некоммерческих организаций, а в двух словах я хочу рассказать, в рамках какого проекта наша встреча с вами сегодня стала реальной. Это проект «Компас будущего», Центр поддержки выпускников организаций для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но хочу сказать, что это тема нашего фонда. Мы занимаемся уже 7 лет, нам, кстати, 30 октября исполнилось 7 лет нашему фонду. И 7 лет мы определили для себя, что наша целевая группа – это будут не только некоммерческие организации, не только люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но именно дети-сироты и выпускники интернатных учреждений. И как раз сейчас, пользуясь случаем, я хочу объявить о наборе волонтеров в наш центр. Это кризисный центр. Он создан специально для поддержки нашей целевой группы, наших молодых взрослых, как мы их называем, да, во время пандемии. То есть мы сейчас приобретаем средства индивидуальной защиты, мы приобретаем продуктовые наборы, мы приобретаем, значит, наборы для детей новорожденных. Вчера вот вручили 2 детям, выпускнице одной детского дома, да, прямо 2 коробки детских наборов. Сегодня у нас одна выпускница, мы хотим ее поздравить, родила девочку, и ее ждет наш большая коробка, включая кроватку и все, что делает вот Александр, он расскажет, когда некому помочь, когда кризис, когда рождается ребенок в эпоху ковида, а на руках нет ни диплома, ни места работы и некому помочь, вот тогда нужны волонтеры, вот тогда нужны и возникаем мы. Да? Не некоммерческие организации, а думаю, это неравнодушные люди, люди, которые хотят помочь, волонтеры из числа неравнодушных, вы пройдете нашу школу, и если мы примем решение, что вы готовы, мы вас позовем для того, чтобы формировать наборы, для того, чтобы развозить, раздавать эти наборы, для того, чтобы участвовать в вебинарах, мастер-классах, видеоуроков онлайн. Кроме того, в нашем центре, кому будет интересно, у нас есть сайт «Фонд «Семья для ребенка», вы узнаете, как и когда принимают юрист, психолог, психотерапевт, специалист по социальной работе. Именно для тех, кого я перечислила. И последний слайд, и мы будем, наверное,
переходить к теме нашего разговора. Еще раз, кто только подключился, прошу любить и жаловать нашего друга Александр Гизалов, человек, который о волонтерстве знает не понаслышке. И я думаю, что мы сегодня с вами найдем ответы на вопросы, что такое волонтер, зачем он нужен. Волонтер – это одноразово, это надолго, а волонтер, он нужен ли? И каким образом нам с вами объединяться, партнериться, сотрудничать. Я очень хочу сказать, что волонтерить в одиночку очень сложно, нам сложно, и без партнеров невозможно. И вот Саша, наш партнер, Алмаз-Регионбанк, СВФУ, Минтруд, фонд Харысхал, другие некоммерческие организации, администрация Оленёкского района, это наши партнеры. Без партнеров невозможно, да, помочь тем, кому действительно нужно. Ну что, Саш, я передаю тебе полностью бразды правления. На YouTube-канале у нас уже говорят, что за 100 перевалило. Хорошо. Рада видеть. Добрый день, дорогие друзья. В столь раннее время в Москве и в столь обычное время для вас мы выходим в эфир. Я хочу поблагодарить всех за участие и желание узнать новое. Моя практика – это порядка 22 лет работы с различными социальными категориями. Появляются дети-сироты, бездомные, осужденные люди, дети больницы, люди пожилого возраста, выпускники детских домов. Сегодня я хотел бы рассказать и, может быть, показать некоторую практику того, все в масках сидят, практику того, что и как, почему люди приходят в добровольчество, как с этим должна работать общественная организация, каким образом сохранить людей, каким образом сделать так, чтобы вовлеченность была качественная, чтобы был хороший контент, чтобы была хорошая методологическая база, потому что человек заходит в организацию, что называется, часто совершенно не зная о том, как, чего, зачем и кому помогать. И, соответственно, первое, что мы должны и обязаны сделать, как организации, люди готовые предлагать сервисы и услуги для людей, которые хотят заниматься добровольчеством, разместить максимум информации о своей организации. Это должно быть связано с отчетом о деятельности, это связано с новостями о деятельности, в том числе тех методических продуктов, на которые необходимо, вот я сегодня несколько покажу, вот у меня целый набор, да, книжек, которые могут помочь человеку разобраться с тем, насколько он готов заниматься тем или иным социальным служением, добровольчеством в рамках тех задач, которые перед ними ставит общественная организация, фонд или какая-то другая структура. Хотелось бы на уровне понятийного аппарата довести до всех сведений, что самая главная задача добровольца – это помогать структуре, помогать нуждающимся. Не заниматься поиском своих каких-то реализаций, а встраиваться в организацию для того, чтобы решать те задачи, которые перед организацией стоят. С чего все чаще всего начинается? Чаще всего начинается либо с какого-нибудь письма в организацию, либо телефонного звонка. Человек хочет начать помогать, но не знает как. Вот он нашел организацию, вот он задумался об этом, и он заходит в организацию. Задача организации, еще раз повторюсь, в том числе помочь человеку разобраться с его мотивом. Мотивом того, почему он вдруг этим захотел заниматься, что стало спусковым механизмом для того, чтобы человек захотел помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ну и с чего все это начинается? Это начинается чаще всего с некоторых добровольческих смотрин, да, когда в рамках структуры человек заходит в организацию, у меня есть своя презентация, я ее не буду показывать, потому что она очень большая, и поэтому хотелось бы взять самое качественное, чтобы не было какого-то перенасыщения по времени. Да? Добровольческие смотрины. Что это такое? Это определенные фильтры, позволяющие понять человека и самому человеку понять, насколько он готов заходить в тему. Это определенные цензы, в рамках которых человек должен принять или понять то, чем занимается организация, к чему она стремится, какие есть результаты деятельности, какая технология используется для работы в социальной категории, какие есть вакансии, предложения для того, чтобы что-то делать.
Какие системы коммуникации существуют чаще всего? Это информация на сайте, это телефонный звонок, это некоторые резюме о том, что человек может и как может, это анкета входящая, да, какими человек обладает компетенциями, навыками, умениями, знаниями, пониманиями, это некоторый тест, это интервью с добровольцем и некоторая волонтерская проба. Вот этот вот ранжир крайне важен для того, чтобы у человека не было такого мышления, что вот он сейчас пришел, его сразу отправили помогать нуждающимся. Это на самом деле бессердечно и неправильно, потому что человек должен пройти некоторое обучение, получить некоторые знания, которые способны будут ему помочь в рамках взаимодействия с социальным клиентом, социальной группой. Потому что одна из проблем выгорания волонтерства, волонтеров, это как раз отсутствие качественной подготовки. Почему? Потому что человек начинает действовать, исходя из собственных представлений и собственного видения относительно проблемы. А проблема на самом деле может быть совершенно другая, под другим углом. Корень проблем может быть совсем другим и так далее, и так далее. Чтобы представления совпали с реальностью, я об этом буду говорить дальше. Итак, что мы делаем, когда человек к нам приходит, и что мы обязаны делать для того, чтобы привлечь людей? Безусловно, мы должны проводить поиск людей, которые могли бы заниматься тем, чем мы хотим их насытить. Должен быть отбор добровольцев, подготовка добровольцев, и самое главное, на мой взгляд, это обучение, в рамках которых человек начинает понимать, насколько у него хватает ресурсов, знаний для того, чтобы выполнять те задачи, которые будут в дальнейшем делегированы. Когда мы видим, что человек уже подготовился, что он узнал о проблеме, например, социального сиротства столько, что у него возникли уже определенные знания, например, он прочитал книги, он посмотрел фильмы, он поговорил с лидером организации, да, он пообщался с опытными добровольцами и так далее, и так далее. И когда у него уже, мы видим, возникло определенное понятийное понимание, мы можем определиться с его ролью в рамках структуры. Это называется делегирование. То есть мы начинаем определять то, чем он будет и как он будет заниматься в рамках структуры. Почему это важно? Потому что он должен понимать свое место в команде, свое предназначение в команде. И, безусловно, делегирование ему определенных полномочий связано в первую очередь с личностной ответственностью. В чем у нас проблема с добровольчеством? У нас добровольчество может исполнять некоторые действия, некоторые исполнения, да, но с точки зрения личной ответственности она не возникает иногда, потому что личная ответственность не соотносится с ответственностью организации. Поэтому не зря многие благотворительные фонды НКО подписывают договор между организацией и, допустим, детским домом, следственным изолятором, приютом, домом престарелых, значит, и, соответственно, какой-нибудь детской больнице, где лежат дети-отказники, допустим. Почему это важно? Потому что в рамках взаимодействия вступает не только административная ответственность, но иногда и уголовная. Статья 125, например, если мы что-то сделали и оставили ребенка, значит, в какой-то ситуации, эта статья уже может привести к тому, что организация может быть наказана, потому что не совсем правильно выполнили действия относительно того, кому мы помогаем. Что мы делаем дальше, когда мы готовим человека пойти в социальное пространство, например, там, в ту же больницу или в детский дом, или в дом престарелых? Мы, безусловно, инструктируем, мы сообщаем о том, что можно делать, чего нельзя, какие есть определенные правила и порядки внутри системы, и даем некоторую установку на исполнение того, что необходимо. Почему это важно? Потому что часто бывает так, что люди приходят, вроде как научили, вроде как делегировали, но в рамках структуры начинают делать что-то сами, свое. Почему это происходит? Потому что при столкновении с реальностью вот те оставшиеся у него ощущения того, что необходимо сделать, пересиливают даже профессионально. И для того, чтобы этого не происходило, соответственно, человека нужно проинструктировать и объяснить ему, за какие рамки он не заходит. Почему это важно? Потому что после этого может возникнуть диссонанс вообще взаимодействия целой структуры с детским домом, например, когда директор детского дома позвонит и скажет, у меня такие случаи были, позвонит и скажет, что вы знаете, а ваш доброволец делает не то, что вы вообще, о чем вы говорите. Вы делаете то, например, он увел ребенка куда-то там поговорить. Хотя, казалось бы, ему кажется, что он поговорил и сделал какое-то доброе дело, но сама структура, сам детский дом смотрит на это по-своему.
Соответственно, если мы хотим объяснить человеку, что может навредить организации, не ему прежде всего, а прежде всего организации, мы должны дать ему какое-то знание. Вот я, например, написал такую книгу, называется «Для наставников». Чтобы человек, познакомившись с деятельностью, структурой работы какого-то учреждения, понимал, за какие границы можно заходить, за какие нельзя. А еще лучше, пока мы этого еще очень слабо делаем, чтобы он подписал некоторый меморандум, некоторый договор нравственно-этического кодекса. Почему это важно? Это опять же вопрос ответственности. Мы уже будем понимать, что человек понимает, что в рамках взаимодействия с социальным клиентом он не делает то, чего нельзя делать. Он не действует эмоционально, он действует рационально. Это все очень касается вопросов безопасности самого социального клиента и того, кто заходит в это пространство. Далее, безусловно, контроль над тем, что делает доброволец, как делает доброволец. Этот контроль может быть первоначально усиленным, в дальнейшем этот контроль можно снижать в зависимости от того, насколько доброволец начинает уже соответствовать тому техническому заданию, которое мы ему дали для того, чтобы он его исполнил. Ну и обратная связь, оценка того, что происходит, как происходит, с кем происходит, какие возникли сложности во взаимодействии, где нужно докрутить, где нужно что-то подсказать, где нужно на что-то обратить внимание, а где-то в том числе сделать некоторые замечания. Потому что бывает так, что заблудился человек, выгорание в том числе происходит и потому, что человек не чувствует обратной связи. Он сам действует, ему кажется, что он много чего делает, но обратная связь восстанавливает взаимодействие с лидером организации, со старшими наставниками, которые говорят, что ты знаешь, вот есть некоторые моменты, которые нужно подкорректировать. Теперь хотелось бы поговорить о мотивах добровольцев. Почему появляются мотивы и как появляются мотивы. Мотивы возникают по-разному, у всех по-своему, но самое главное, наверное, это человек хочет быть общественно полезным. И это прекрасно. Другой момент, общественно полезное, должно совпадать с его ресурсной составляющей. Поэтому, когда мы говорим о проектных решениях, например, когда вы будете говорить о социальном проектировании, социальное проектирование – это не только внешние ресурсы, деньги, агенты влияния и так далее. Главный ресурс – это человек, который это все запускает, то есть вы. То есть человек, который смотрит на свои ресурсы внутри себя и понимает, насколько он созрел как человек, готовый кому-то помогать. Итак, мотивы добровольца – желание реализовывать себя и свои инициативы, желание решать проблемы других людей и собственные проблемы, контакты с другими людьми и преодоление чувства одиночества. Бывает так. Потребность быть членом группы, ценностям и ценностям, которым доброволец хочет соответствовать. Проба себя на пути к карьере, приобретение дополнительных знаний, навыков, компетенций, квалификаций и так далее. Поиск площадок для исследований. Достаточно часто ко мне, кстати, Ольга, обращаются студенты с просьбой помочь написать реферат. Даже вот недавно мне попросили там по поводу докторской, кандидатской диссертации. Я говорю, пожалуйста, не только берите и переписывайте что-то из книги, но и пойдите в практику и поработайте с этими детьми и поймите, с сиротами или еще с кем-то, поймите, что все то, что вот написано и то, что делается, вы должны прочувствовать сами. И поэтому я принимаю на практику людей, которые пишут докторские диссертации, дипломные работы, подписываем с ними договор, обучаем также. Но самое главное, чтобы мы поняли, что он сделает качественную работу, что это не будет придуманная, взятая так называемая джинса из интернета и сделана дипломная работа, которая тоже к реальности никакого отношения не будет. Далее, это, конечно, поиск площадок для исследования, расширения профессионального опыта, получение необходимой информации, полезных связей. Что такое полезные связи? Связи и взаимодействия, например, с органами власти, со средствами массовой информации, с бизнесом, представителями каких-то других сообществ, горизонтальные связи с другими организациями и так далее, и так далее. То есть агентов влияния много, но часто мы замыкаемся на самих себе. Чтобы этого замыкания не было, нужно искать широту взаимодействия, которая позволит решать проблемы более качественно и более эффективно. Стремление к строительству более справедливого, свободного общества, энтузиазм, доброта и подвижничество граждан. А также стремление быть социально полезным для других людей
и неравнодушное отношение к происходящему. Кстати, одна из проблем, на мой взгляд, оценки капитала добровольчества заключается в том, что не всегда доброволец соответствует, даже не так, он не то, что соответствует, он не всегда имеет возможность или право работать с социальным клиентом, потому что он сам по себе еще не созрел как человек, который может влиять на какого-то клиента. Ну, например, там вот мы приезжаем в подростковую колонию или в исправительное учреждение, где сидят осужденные, подследственные. И если он видит, что человек еще сам по себе ничего не сделал, не состоялся, разговора не будет, обмена опытом не будет, никакого влияния не будет. Для того, чтобы иногда влиять на некоторые социальные категории, например, тех же подростков оступившихся, или там осужденных людей, или даже бездомных людей, прошу на это обратить внимание, требуется все-таки как-то оценить себя и капитализировать то, что у нас есть. Потому что в разговоре все это будет проскакивать, человек это будет видеть, ощущать, и возникнет некоторый диссонанс, который говорит о следующем. Не казаться, а быть. В рамках взаимодействия добровольца с кем-то казаться просто категорически нельзя. Нужно обязательно быть. Почему? Потому что мы приходим и уходим, клиент остается, но мы каждый раз, оставляя в нем след, мы оставляем что-то важное, то, что ему помогает потом меняться. Итак, мотивы, да, это выгода какая-то, это личностный рост. Я считаю, что добровольчество с точки зрения личностного роста лучше, чем эти семинары по личностному росту. Потому что там сидят, они теоретически это обсуждают, а здесь мы напрямую сталкиваемся с проблемой, ищем выходы, решения, понимаем, что такое конфликт, понимаем, как из него выйти, понимаем, как найти пути решения и так далее, и так далее. То есть личностный рост с точки зрения самоосмысления того, насколько я способен влиять на ту или иную ситуацию. Ценностные вещи, социальные верования, социальные контакты, стремление за лидером и компенсация каких-то невозможностей, которые возникали в рамках взаимодействия. Значит, дальше поехали. Динамика мотивации, так называемый пусковой механизм. Но в первую очередь мы должны добровольца познакомиться с общественной организацией, сам добровольец должен с этим познакомиться. Почему это важно? Потому что, возможно, у него есть тоже некоторое представление об общественной организации, которое может не быть тем, который есть на самом деле. Самоопределение себя в рамках структуры, потому что поиск себя в рамках структуры тоже дело непростое, потому что есть опытные, есть знающие, есть звезды, у нас есть же звезды добровольцы, да, есть не звезды, да, как не потеряться между звездами, да. Ну и большее понятие, частью неосознанный эффект подмены, потому что человек еще не совсем осознает, куда он заходит. То есть у него есть некоторые представления, есть некоторые ощущения, есть некоторое намерение, которое не всегда может сочетоваться. И поэтому пусковой механизм крайне важно запускать с точки зрения ознакомления человека с тем, как живет организация, с ее историей, с ее, еще раз повторюсь, технологией работы и так далее, чтобы у человека возникла целостная картина о том, как организация работает, к чему она двигается, что она, какие ресурсы использует, какая прозрачность организации, есть ли отчетность организации и так далее, и так далее. Ну и возникает первый конфликт, когда человек зашел, все увидел, ну и когда соотнесение ожиданий и реальности начинают между собой конфликтовать. То есть ожидания были одно, сейчас спасу мир, и вдруг он видит, что нужно спасать конкретную Васю или конкретную выпускницу, которую вчера родила. А эта выпускница и есть тот мир, который нужно спасать. Не спасать всех, а спасать кого-то конкретно, конкретно решая его проблему. Это и есть вот это вот наше, я называю это, когда мы срезаем с человека, вот этот вот еще не подготовленный нимб, когда еще ничего не реализовано, но уже возникли фантазии о том, что сейчас будет спасение. Ко мне часто приходят люди и говорят, я говорю, чем вы хотите заниматься? Я хочу, чтобы детских домов не было. Я тоже это хочу. Я хочу, чтобы семьи жили хорошо. Я тоже это хочу. Но вот это хочу, могу, должен, хочу одно, могу вот это, а должен вот это. Поэтому хочу, могу, должен между собой может не пересекаться. Потому что хотение – это одно. А когда ты сталкиваешься с тем, что для того, чтобы, например, преодолеть проблемы семей в ТЖС, там, проблемы одиноких пенсионеров, оказывается, требуется очень сильная вовлеченность,
и взаимодействие не только с самим пенсионером, но и с органами власти, с средствами массовой информации. И не факт, что дойдем до фазы, когда мы скажем, что мы подошли к той точке, когда мы начали что-то менять. Мы можем просто потеряться по дороге. Поэтому соотнесение ожидания и реальности возникает уже в практике, и осуждение я не знаю, как надо делать. Как надо делать? Что делать? Когда делать? Через какие ключи? Соответственно, пересмысление и желание начать помогать или уход, что тоже является одним из критериев вообще отсева и отбора добровольцев, потому что не все добровольцы одинаково полезны. Потому что бывает так, что доброволец приходит, у него своя какая-то картинка, ты ему начинаешь объяснять и говорить, что нужно делать вот так, вот так, вот так, вот так, а он говорит, что я буду это делать по-своему, потому что у меня своя какая-то история, свое видение. То есть, по сути говоря, возникает конфликт взаимодействия, конфликт, который может привести к проблеме работы самой организации. Вот чтобы этого не возникало, лучше столкнуть его с реальностью как можно раньше, как можно быстрее. Переоценка. Новый взгляд добровольца на добровольческую деятельность. Добровольческое служение – это не подвиг. Добровольческое служение – это гражданская позиция. И когда мы говорим о гражданской позиции, она должна быть выше позиции добровольца. Почему? Потому что гражданская позиция – это позиция гражданина, который готов здесь и сейчас, вне зависимости от того, где он находится, как он находится, помогать и взаимодействовать с теми, кто нуждается. Это называется, значит, когда мы хотим помогать незнакомому человеку, и импульс возникает не от того, что мы включили добровольца, а от того, что наша гражданская позиция остается неизменной. Увидели человека, споткнувшегося, помогли. Увидели собачку, которая, значит, там потерялась, помогли. Не строим это с точки зрения, кто это заметил, как из этого сделать какой-то селфи и так далее. Это называется импульсная благотворительность. Кстати, мы по этой импульсной благотворительности находимся не в первой сотне. Общество, к сожалению, наше таково, что сейчас, почему у нас столько сирот, почему у нас столько семей в трудной жизни, потому что у нас брошенных кошек, брошенных стариков, потому что общество, к сожалению, охладело, оно такое теплохладное. И наша задача не только заниматься добровольчеством, но и заниматься просвещением, объяснением феноменов, происходящего вокруг. Вот вы видели, наверное, недавно в Новосибирске, значит, медсестра за волосы оттаскала девочку, бросила ее на кровать и так далее. Вот что происходит с этим человеком? Она не является добровольцем, она является сотрудником этого учреждения. Что в ней происходит такого, что она вот производит такое действие? Она издевается над девочкой-сиротой, которая меньше 3 лет, бросает ее за волосы на кровать и так далее. Что с ней произошло? Что нужно сделать, чтобы она очеловечилась? Поэтому, конечно, вот это наша с вами работа, связанная с просвещением, объяснением, и в том числе включение в эти процессы, крайне важно. Хорошо, что женщина сняла, сообщила, сейчас идет проверка и так далее. Я бы, честно говоря, на ее месте сразу бы вызвал полицию и полез бы в драку с этой, значит, с этой медсестрой, начиная ей объяснять, зачем она это делает. А не просто ждать, когда придет Роспотребнадзор, значит, омбудсмен Кузнецова или полиция. То есть действовать здесь и сейчас. Значит, принятие норм общественной организации, позиции, философии лидера. Почему важно и почему важен лидер организации? Человек, который в себе несет всю ценностность и философию организации. И, конечно, вопрос заключается в том, насколько есть уровень доверия у добровольцев, у структуры к лидеру организации. Если это все наносное, песочное, не подкрепляемое профессиональной составляющей, действительно качественной работы, непрозрачно, то, скорее всего, это тоже приведет к выгоранию добровольцев и самого лидера, потому что не будет поддержки, не будет атмосферности. Самое главное, что делает лидер? Он создает атмосферу, в рамках которой приятно и хочется работать. Ольга, слышите, да? Он не занимается только структурой взаимодействия с властью, со СМИ и так далее. Он занимается атмосферой. Он делает, чтобы все горели желанием помогать. Поэтому, конечно, лидер крайне важен, и глядя на лидера, человек тоже хочет что-то делать и меняться. Самоидентификация в рамках структуры – это следующий пункт. И выбор лагеря, куда я, с кем я, как я, зачем я. Далее конфликт
значит, цикл целый, конфликт, ценность, мотивы. Опыт преодоления эмоционального выгорания, я об этом тоже буду говорить. Почему нужно делать так, чтобы наши добровольцы оставались целыми, здоровыми и так далее. Нужно помогать делать так, чтобы они не выгорали. Это опять задача и лидера, и самих добровольцев, потому что чем он лучше подготовлен, чем он качественно взаимодействует в группе, чем он чаще видит результаты каждого дня, тем меньше шансов выгореть и так далее. Я об этом тоже буду говорить, как это профилактировать. Профессионализация деятельности. Добровольцы со временем должны становиться хорошими, качественными профессионалами. Не просто людьми, на которых глядят, чиновников, на исполнителей, которые что-то там делают. Это действительно боевая единица, которая способна, перед которой можно ставить высочайшие задачи и делать так, чтобы этот человек становился профессионалом общественного поля. Уже даже есть такое выражение, ну там оно может быть медиация, медиатор, да, фасилитатор, но я его вижу, может быть, как-то по-русски, проблемолог, человек, способный решать любые проблемы. Это называется экспертная составляющая и способность быстро сообразить, какие ресурсы привлечь, какое работает законодательство, кто за это отвечает и так далее. Проблемолог, да, вот этот медиатор, этот фасилитатор. Это очень важно, потому что очень часто добровольцы воспринимают как «подай, принеси». А на самом деле это человек, который может качественно, быстро решать проблемы. Вот сегодня мне на днях сообщили о женщине, у которой 5 детей, которую выгнал муж. Она родила 5-го, и буквально за 2 дня я ей нашел жилье, где она может проживать, собрали деньги для того, чтобы она могла жить, оплатили проживание, решили вопрос с уполномоченным с тем, чтобы дети учились, ну и так далее, и так далее. То есть вот это включение опциональности, оно связано именно с медиацией. Не просто доброволец решает проблему, которая вот здесь сейчас, но он ее решает через перспективе. Но для этого нужно понимать, в какие институты обращаться, каким инструментарием пользоваться и так далее. Поэтому, на мой взгляд, профессионализация среды крайне важна, чтобы у нас добровольцы воспринимались как люди, которые получают, значит, какое-то знание. Я даже предложил Государственной Думе, такое предложение дал, что те добровольцы, которые длительное время работают в общественном секторе, чтобы они раньше выходили на пенсию. Это очень хорошо, потому что я реально за 22 года измотался, мотаясь по тюрьмам, по больницам, по детским домам, но при этом я не получаю никакого стажа, никакой пенсии и так далее. Возможно, нужно новую профессию вводить и давать людям возможность раньше выходить на пенсию, как это, например, делается в Германии и в других странах. Человек, проработав в социальной сфере 12 лет, он выходит на пенсию, потому что это очень тяжелая, трудная работа. Помогать людям. 12 лет, Оля, и он на пенсии. Но он, конечно, может пойти на другую работу, но государство оценивает его вложения, он получает пенсию, у него в трудовой книжке записано, что он служил и работал. У нас пока с этим сложно, но я думаю, что мы к этому придем, потому что уже сейчас заводят трудовые книжки, где вписано там добровольческие книжки, но они все такие, мне кажется, это все игра пока, да. Чтобы это усложнить, чтобы это сделать действительно достоянием человека, это нужно делать в рамках Трудового кодекса. Дальше поехали. Ну и закрепление роли, когда добровольец начинает понимать свою нишу в рамках структуры. Я хотел бы спросить, всем все понятно? Слышно меня, что я говорю? Можно написать, слышно, да? Далее, значит, поехали. Основание для определения роли. Да? То есть у нас есть мотив, ведущий мотив, у нас есть уже возникший волонтерский опыт, а у нас есть профессиональная компетенция, которая сформировалась в рамках взаимодействия с социальным клиентом, у нас есть занятость определенная. Мы решили вопрос с финансами, потому что в рамках тестирования, анкетирования я обязательно смотрю на ситуацию с финансами, как человек и чем живет. А семейная ситуация, потому что приходят часто люди, у которых дома лежит престарелая женщина, там мама или бабушка, да, или она только родила. Соответственно, вот этот вопрос связан с тем, что помогая другим, мы иногда бросаем своих каких-то близких. Этот вопрос тоже рассматривается, я его очень сильно рассматриваю. Я считаю, что это тоже вопрос приведения в норму, понимания, что, возможно, этой семье потом придется тоже помогать, она окажется в трудной жизненной ситуации. Зачем нам до этого доводить? Да? Мы найдем силы для того, чтобы решать эту проблему, но пусть мама, которая родила ребенка,
и месяц находится рядом с ним. Диагностика добровольца, о чем Ольга говорила, это одноразовый системный доброволец. Как мы это выявляем? Мы это выявляем по временным рамкам участия. То есть сколько человек когда, утром, днем, вечером, ночью может предложить свое время для того, чтобы решать проблемы. Например, чаще всего некоторые проблемы нужно решать в выходные дни по праздникам, когда органы опеки, например, не работают. А возникла ситуация в какой-то семье. Вот здесь вопрос, опять же, общественной организации крайне актуален, потому что после 6 органы опеки уже не работают. А вдруг какая-то ситуация возникла, нужно отправить добровольца и помочь решить какой-то вопрос. Ну и добровольцы на пробоно, когда у нас нет в структуре добровольца, который способен решать какую-то проблему, но мы можем заказать ее в другой организации, например, юриста, психолога или, например, какого-то специалиста узкого профиля, например, клинического психолога, психотерапевта, логопеда, для преодоления той трудности, которая у нас возникла. Потому что мы в штате в своем такого человека держать не можем. Это называется пробон. Да? Результат обучения, проба и, безусловно, опыт лидера организации, потому что чаще всего лидером организации является продвигателем идей, двигателем идей организации, которые мы можем к чему-то двигать. Сейчас мы смотрим с вами на компетенции добровольца. Их всего 3, на мой взгляд, может быть и больше. Это базовое, профильное и дополнительное. Что такое базовое? Это то, что у нас есть. Это история НКО, миссия, задачи, методология, ценности добровольцев в рамках структуры, права и обязанности, самообязывающие правила, этические кодексы, инструкции, заповеди, договора, договорные отношения, духовно-философские основания добровольчества и взаимодействие в группе. Это, кстати, тоже один из моментов, уметь взаимодействовать в группе. Профильное – это умение, необходимое для выполнения заданий и поручений и функциональных обязанностей. Программное и проектное решение. Повышение квалификации в рамках своих должностных обязанностей. Дополнительно это мультипрофильные умения. Тот, кто обладает знанием маркетинга, рекламы, фандрайзинга, краудфандинга, написания грантов, ораторское мастерство и так далее. Пользование информационными технологиями. Например, я вам скажу, что в рамках своей структуры я имею журналиста достаточно высокого уровня, который работал в различных изданиях, таких как, там, например, Радио Свобода, Московский комсомолец, Комсомольская правда, потому что просто давать задание добровольцу написать хороший текст не получится. Нужен человек, который уже обладает знанием, опытом, и, соответственно, человек находится на платной основе. Потому что я считаю, что это очень важно, уметь донести материал, информацию до наших читателей, если мы хотим этой семье помочь. Ну и универсальные какие-то профессиональные знания, мотивирующие, это наличие английского языка, умение пользоваться офисной техникой, ну и так далее. Вождение машины, вот, то есть вот такие какие-то вещи. Принцип обучения добровольцев – это приоритет самообразования. Почему это важно? То есть это открытость всей информации, которая вокруг возникает. Наверное, многие из вас узнали или не знали, что вчера был Международный день сирот. Я смотрю, там некоторые общественники пишут: ой, я только что узнала, что сегодня Международный день сирот. То есть есть вещи, которые так или иначе все равно где-то рядом ходят. Кто-то об этом написал и так далее. Поэтому приоритет самообразования крайне важен. Вот недавно я разместил фильм у себя в группе, который говорит об отношениях между ребенком и родителем. Этот фильм сделали иностранцы. Я его увидел, я понимаю, что мы в России до таких фильмов пока еще не доросли. Соответственно, я его размещаю в группе, идет обсуждение и так далее, так далее. То есть все ловить, что вокруг, связано с тем, чтобы каким-то образом менять вокруг какую-то парадигму. Ну, ступенчатость, интерактивность, обучение в деятельность, наличие методических пособий. Вот я сейчас немножко о них расскажу. Вот у меня есть такая книжка «Шпаргалка для добровольца». Книжечка, которая так или иначе погружает в тему, например, помощи сиротам или там какой-то социальной группы с рассказом о том, как у нас сегодня получается так, что у нас в детских домах порядка 70 тысяч детей-сирот, а вообще 500 тысяч детей-сирот в Российской Федерации. Да? Ну и, например, вот такое пособие, это, по сути говоря, моя кандидатская диссертация «Социальная адаптация детей и сирот в России. История и современность». 100 страниц.
даже, может, больше. То есть, когда вы это прочитаете, вы поймете, например, почему сегодня у нас так плохо с социализацией, адаптацией детей-сирот в современной России. Ну, «Соленое детство» вы видели. Вот есть такое пособие «Основы социального служения на приходе». Например, какой-то приход, там, православный или какой-то еще, хочет заниматься. А совсем недавно мы выпустили книгу, которая называется «Научись помогать». Социальное добровольчество, проектирование, сторителлинг. Книга для тех, кто хочет помогать правильно и умно. Тоже написана буквально недавно, вот она выпущена. То есть вот о чем я говорил, чтобы человек мог взять, ознакомиться, понять и принять на веру то, что мы говорим, о чем мы говорим, к чему мы стремимся. Вот, и вот, например, такая же книжечка есть у меня, тоже 100 страниц, для воспитанников детских домов. Вместе с Олей мы сделали еще какое там пособие, ну, Коля? У нас есть пособие и по наставническому центру. В прошлом году мы выпускали. Ну и вот это, собственно, это переработанная твоя шпаргалка для добровольца. Но мы включили здесь с тобой блок по корпоративному волонтерству. Это новая для нас тема была с 2016 года. Сейчас она активно развивается. Собственно, здесь у нас присутствуют партнеры Алмаз Регионбанк, где есть целый проект, он называется «Выпускник». Этот проект с 2017 года. Сегодня, кстати, идет обсуждение бюджета в банке, и мы заложили уже помощь в эпоху пандемии, да, выпускникам организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И еще у нас каникулы с пользой, куда ты, я думаю, виртуально или реально обязательно приедешь. По фонду Тимченко сейчас перенесли на январь пока. Но да, без пособий, я согласна, невозможно, потому что даже мы, как ты говоришь, лидеры некоммерческих организаций или тот, кто хочет участвовать, волонтер, он, по крайней мере, здесь увидит, а где это НКО, а что за фонд, а куда мне идти. Вот с этим я очень соглашусь. Да. Ну, а теперь бы я хотел бы обозначить несколько видов групп, которые могут участвовать в добровольчестве. Я начну с того, что даже дети, то есть мы начнем градацию. Дети детского сада могут участвовать в добровольчестве. Школьники, я даже расскажу, как это делается, вот по нескольким кейсам. Выпускники детских домов, воспитанники могут участвовать в добровольчестве. Студенты, люди, которые имеют уже, так сказать, какую-то профессиональную принадлежность, еще полны сил, и пенсионеры. Вот, например, недавно те же дети детского сада вместе с родителями собрали уже практически, получается, 1000 килограмм, тонну продуктов для семей в ТЖС вместе с родителями. Дети детского сада. То есть, конечно, не сами дети, но все это обсуждалось, все это делалось. Я приехал в детский сад и забрал оттуда эту тонну. Мне кажется, начало осознания своей ответственности и вообще привлечения человека к добровольчеству надо с самых малых ногтей. Не тогда, когда человек на распутье, вот я сейчас занимаюсь несколькими выпускниками, которые находятся в таком тяжелом депрессивно-суицидальном состоянии, или, например, совсем скоро предстанут перед судом. А делать так, чтобы вот это все, то, что у них возникало, в том числе они реализовывали при поддержке и помощи, например, людям пожилого возраста, те же выпускники детских домов, да, другим выпускникам детских домов, семьям в ТЖС, потому что у нас какое-то возникает некоторое ограничение, что социальный клиент, он только должен быть благополучателем, он тоже может быть благодавателем. И поэтому, конечно, это важно делать, потому что это может дать ему новое осмысление его роли в жизни. И поэтому, Оля, я знаю, что вы там это много делаете. Вот, и, например, у нас мы работали с выпускниками в рамках лагерей адаптационных. Кстати, 19 числа я буду со Сбербанком обсуждать 13 новых программ, ну, они не новые, те программы, которые мы реализовываем в рамках взаимодействия с детьми-сиротами, выпускниками детских домов со Сбербанком. Потому что там тоже есть КСО, там есть желающие помогать, доброволить, нужно тоже обучать и подсказывать, что помимо подарков, праздников и танцев в детских домах, например, можно сделать много чего полезного за те же ресурсы, которые передаются
на Новый год. Вот сейчас мы запустили, например, новогоднюю елку желаний не для воспитанников детских домов, а для семей в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. Потому что они тоже достойны того, чтобы получать подарки и быть поддержанными, потому что не только детские дома у нас есть, да? У нас есть эти дети, которые пока еще находятся в ситуации, они в семье, но их нужно помогать, им нужно поддерживать. Значит, дальше поехали. Теперь подойдем к выгоранию. У нас сколько времени, Олечка, еще? По времени сколько? В принципе, у нас время, конечно, не ограничено, но давайте мы сразу определимся. У нас около часа прошло, да? Как у тебя желание? Я сейчас могу тогда про выгорание, сейчас я посмотрю, что у меня. У меня еще, у меня еще много. Ладно, давайте тогда так, про выгорание это отдельно. Да, давайте, наверное, тогда добровольческая политика НКО, да, чтобы она как бы тоже в понятийное зашла. Значит, в первую очередь мы должны все-таки транслировать через различные коммуникации, в том числе через социальные сети, через личное общение, через собрания, некоторую концепцию деятельности. Это принципы, ценности, основные позиции деятельности НКО в отношении добровольцев, понять и идти за руку. Да? Нормативно-правовая база должна быть, законы, согласно которых мы действуем, протоколы, проекты, концепции, декларации, все то, что мы так или иначе реализуем. Потому что часто люди не понимают, чем занимаются фонды и НКО. У нас достаточно большая барьер между нами и людьми, потому что люди считают, что НКО только деньги собирает. А НКО много чего делает. Соответственно, это нужно каким-то образом тоже представлять. Цели и задачи по привлечению добровольцев. Один из, кстати, моих постулатов, я сейчас, может быть, грубо скажу, но нет задачи набрать много добровольцев, есть задача набрать столько добровольцев, чтобы они делали то, что необходимо для реализации проблемы, проекта и так далее. У нас достаточно часто, давайте сейчас наберем много добровольцев, и потом они будут подвисать, мы им будем заниматься. Доброволец очень дорог в обслуживании, еще раз повторюсь. Мы за него несем ответственность. Соответственно, использование добровольческого труда в рамках НКО должно быть норматизировано, то есть должна быть нормативная какая-то история. Ну и если есть возможность привлечь специалиста, потому что достаточно часто взять одного специалиста, который может сделать гораздо больше, чем 10, даже 15 добровольцев, то тоже можно объяснить и сказать, что мультипрофессиональные знания крайне важны, и они необходимы для того, чтобы преодолеть какую-то конкретную проблему. Ну, к примеру, вот я сейчас в рамках работы с детскими домами фондом благотворительным объясняю, что если вы не будете проводить супервизию воспитанника детского дома на его психологическое состояние, на его эмоциональное состояние, на его депрессивное состояние, на его стрессоустойчивость, на его жизнестойкость, то вы можете просто-напросто, это может привести к тому, что через какое-то время мы получим выпускника, который будет проблемой для других, но прежде всего проблемой для самого себя. И поэтому, конечно, нужно привлекать специалистов для оценки этого капитала. Поэтому мы проводим и социальное ЕГЭ, и приглашаем специалистов, которые клинически обследуют. Потому что нельзя выпускать из детского дома ребенка, который находится в какой-то трудной психологической травме. Наверное, ты видел, я сейчас занимался похоронами 2 выпускников, которые не справились со своими проблемами психологическими и, значит, ушли куда-то в мир иной. Почему? Потому что рядом не оказалось людей, которые могли бы вот эту диагностику сделать. Все организовывали, но конкретного ничего не сделали. Дальше. Порядок, конечно, нужно описание, порядок отбора добровольца, система фильтров, система наставничества на добровольческом сопровождении наставников, правила и обязанности, инструкции и кодекс добровольца, нравственно-этический кодекс, о котором я говорил. Потому что если человек не понимает, что в детском доме, после выхода из детского дома нельзя курить, или в детский дом нельзя, приходя покурив, а потом рассказывать о том, как нужно хорошо жить или что-то делать, я считаю, что это просто непонимание того, насколько это может быть травматично во взаимодействии. Социальный пакет добровольца, ну что такое социальный пакет? Это возможность получать какие-то услуги. Вот недавно я одну свою помощницу отправил делать ей ногти.
потому что я понимаю, что вот она работает все время на складе, у нее разбиты уже там руки. Вот я вижу это и понимаю, что ей нужно как-то помочь. Хотя это стоит денег. Вот, но мы договариваемся с организацией. То есть, например, какие-то совместные мероприятия, возможность отдыхать совместно, решать какие-то вопросы. Лесенка роста, то есть это очень важные тоже переходы, потому что это тоже напрямую связано с выгоранием. Если человек вырос до координатора или даже до заместителя, это обязательно нужно сделать. Почему? Потому что его ресурсы уже таковы, что он может сделать гораздо больше, чем просто быть добровольцем, исполнять какое-то действие. Он, возможно, может взаимодействовать с органами власти, да, взаимодействовать с бизнесом, взаимодействовать с представителями там, сельских учреждений, организовывать крупные мероприятия. Возможно, у него такая уже есть компетенция, знания, навыки, опыт и готовность это делать. Система поощрения. Вот буквально завтра мы получим серебряные значки на 999 пробы, Оля. Я, кстати, всегда стараюсь, чтобы не только грамота, не только какое-то поощрение, похлопывание по плечу. Человека нужно поощрять, чтобы его видеть, его деятельность. И вот сейчас мы будем эти значки вручать людям, которые вносят значительный вклад в нашу деятельность, в том числе для добровольцев. Значит, документальное сопровождение добровольцев, договора, соглашения, анкеты, трудовые книжки, база данных и политика конфиденциальности. Безусловно, это тоже очень важно. Информация должна быть защищена, и человек должен находиться под защитой организации. Социально-педагогическое сопровождение, психологическое сопровождение. У нас есть психологи, 3 психолога, которые могут принять добровольца, если у него возникла какая-то ситуация. Она может быть личностного характера, она может быть психологической какой-то неустойчивости и так далее. Потому что это тоже очень важно. Вот. Ну, про выгорание, значит, я кратко, если у нас есть время. Причины чаще всего выгорания, значит, это конфликт мотивов, гиперактивность, переоценка сил, усталость, человек устает, это надо замечать. Переживание перехода из стадии группового развития, безинтересность деятельности, нереализация того задумывания, которое у него это было внутри какое-то техническое задание, да, и внутри групповой конфликт. Как это все профилактировать? Ну, во-первых, должно быть психологическое сопровождение, разъяснение феноменов происходящего, поддерживающие мероприятия, постепенное усложнение функций добровольца, разумное распределение нагрузки, тайм-менеджмент, да, соблюдение тайм-менеджмента, досуговые корпоративные мероприятия, наличие лесенки роста, ситуации успеха, повышение квалификации. Например, в конце года проводить какие-то балл для добровольцев, встречи какие-то, да, чтобы люди почувствовали свою значимость, почувствовали, что в течение года мы что-то сделали. Отчетность о деятельности, чтобы они в рамках отчетности, мы, например, ежемесячно выпускаем дайджест деятельности, чтобы мы все видели, что мы сделали, как мы делали, кому мы помогли, сколько денег собрали и так далее, и так далее. Это очень важно, чтобы человек видел свой результат в рамках вложений структуры. Кому помогли, как помогли и так далее. Пересмотр функционала, горизонтальные и вертикальные переходы и процедуры нормативного решения подобных вопросов. Когда возникают конфликты, перераспределение на малые группы, или когда директор на себя, руководитель берет на себя ответственность какого-то качественного решения. Чтобы оно не подвисало, а было таким, чтобы помогало понять, где мы, куда мы заблудились, к чему мы пришли. Вот такое вот у меня сегодня к вам, значит, выступление. Я надеюсь, оно было полезным. И я готов ответить на вопросы, можете их сейчас написать, я их прочитаю. Да, у нас есть вопросы. Сейчас Надежда Моисеевна, наш координатор, наш бессменный психолог, выйдет в эфир. Вот до вопроса я бы хотела все-таки, здесь есть представители, я вижу, Центр по работе с волонтерами, и которые были вообще на фронтах весной, да, во время пандемии, которые раздавали всю вот эту гуманитарную помощь поддержки одиноко проживающим зрелым и пожилым людям. Вот про выгорание дай несколько рецептов, потому что мы знаем, что мы приезжали, и у ребят был прямо запрос. Сейчас выгорание не только у волонтеров, как ты и сказал, у медиков очень страшное выгорание. Это просто вот мы вместе, есть вот эта акция, но я считаю, что это действительно некий фронт
да, противодействия пандемии и кто как и противодействует, и когда как раз отсутствует поддержка психологическая, психотерапевтическая, когда нет профессионального сопровождения, тогда мы видим, ну, воочию, что происходит выгорание. Дай нам всем совет. Здесь есть, мы видим представителей, руководителей социальных учреждений и центров по семейному устройству детей-сирот. Ну, все вот, кто сейчас на нашей платформе, мы все нуждаемся сейчас в профилактике выгорания, потому что в учреждении тоже очень сложно во время пандемии, когда дети оказались закрыты, да, с специалистами, с руководством под одной крышей, тоже очень сложно. Мы тоже понимаем. Ответь вот на мой, пожалуйста, первый вопрос. Я думаю, многих это коснулось. Ну, я могу сказать, что во время пандемии мы тоже занимались развозом, приемом информации от людей пожилого возраста и развозов продуктов по семьям. Это были и выпускники детских домов, это были и люди пожилого возраста, старшим из которых было 98 лет, это были многодетные семьи и так далее. Я могу сказать, что я лично, почему я за 22 года продолжаю улыбаться? Потому что я критично смотрю на все то, что вокруг происходит. То есть у меня критическое воззрение на происходящее. То есть нет никакого воззрения на это как с точки зрения подвига. А что происходит? Я пропал, да? Ольга, внимание. Пропал? Нормально я, да? Алло, Оля. Не слышно меня? Меня не слышно? Я пропал? Очень плохо вас слышно. А у вас эхо, Надежда Моисеевна, теперь. Так, ну, меня сейчас слышно? Тихо. Может быть, чуть погромче или наушники оденешь? Ну, я ближе к микрофону. Так слышно, да? Да. Ну, просто критическое мышление нельзя, так сказать, останавливать. Нужно на все смотреть критически. Почему? Потому что накапливающаяся усталость, накапливающаяся информация может просто привести к тому, что человек начинает терять с реальностью определенные связи. Вот чтобы эти связи сохранялись, нужно на все это смотреть как на все, как, знаете, как говорил один философ, все пройдет. Вот я на это смотрю таким образом. Для меня это очень, так сказать, спокойно. Почему? Потому что я понимаю, что есть вещи, за рамки которых я зайти не могу. Изменить что-то глобально сразу здесь, сейчас я тоже не могу. Я могу сделать то, что я могу. Вот на то, что я могу, я концентрируюсь. Вот я не захожу за рамки фантазий или там, вот о чем я говорил часто, добровольцы, например, себе представляют картинку, которая что-то там может быстро поменять. Все в рамках жизни здесь сейчас. Не заходить за вот эти вот свои какие-то переживания и не сильно переживать с точки зрения, вот провел какое-то действие, да, поучаствовал, вернулся обратно в жизнь. Не оставлять вот эту вот нереализованность и еще потом не тащить эту проблему домой. То есть это называется такая как бы палач несет недоделанное дело домой. Не надо нести обратно с собой вот этот топор и пытаться решить проблему топором дома. Жить дома в той норме, в тех возможностях, которые есть. Вот, поэтому у меня в этом смысле я спокойно на это все смотрю и понимаю, что что-то я могу, а что-то будет меняться в завтрашнем дне, завтрашними ресурсами. И каждый раз засыпая, я думаю о том, что я сделал сегодня, к чему я готовлюсь завтра, и что я буду делать завтра, и опять же, как я буду на это смотреть там послезавтра. Вот. Ну, в общем, это как-то не накапливает, не усталость, ничего. То есть нет лишнего какого-то багажа, и нету, и, наверное, очень высокий тайм-менеджмент. То есть не набирать больше, а брать ровно то, что я могу понести. Все. Спасибо. Надежда Моисеевна, вопросы наших слушателей. Добрый день всем участникам. Приветствую Александра Самедовича. Очень приятно видеть вас пока онлайн, но надеемся, что мы с вами совсем скоро встретимся офлайн.
И хотим выразить вам благодарность за то, что вы информационно открыты. Буквально каждый день мы следим в Фейсбуке ваши советы, реальные кейсы, как надо делать в той или иной ситуации. Вот. И буквально перед тем, как прочитать вот вопрос, я бы хотела сказать, что как идет работа нашего центра. Да? Буквально вчера мы отнесли первые детские наборы нашей выпускницы из Тайбохойского центра. Она летит в далекий артический Анабарский район, сейчас покупает билеты, очень дорогие авиабилеты. Ей помогли, конечно, земляки, кровные родственники, с которыми она связала, да, сейчас, как говорится, отношения. Буквально сегодня у нас день начался с новости о том, что еще одна выпускница у нас родила ребенка, девочку, и мы начнем тоже вот помощь. И буквально завтра к нам на консультацию, очную консультацию приходят 3 выпускника. Вот такая вот у нас работа сейчас ведется. Вопросы, они достаточно повторяющиеся, но мы остановились на нескольких. И вопрос такой: как организовать волонтерскую группу при Центре поддержки детей-сирот, при детских домах? Вот такой вопрос от нескольких слушателей поступил. Слышно? Да, очень хороший вопрос. Я вам скажу так, что формирование команды должно исходить из предложения и обучения, потому что сейчас это очень актуально не только для детских домов, но и для СУЗов и высших учебных заведений, где находятся наши выпускники. Почему? Потому что там самые главные проблемы. Потому что часто добровольцев приглашают, они что-то выполняют, но нет технического задания. Нужно дать четкое техническое задание, что мы будем и как делать. Когда это возникнет, к ним придут именно те, кто будут именно это делать, а не те, которые придут спасать мир, танцевать, плясать, там, рисовать. Поэтому должна быть четко сформулированная задача, цели задачи, мероприятия, результат, охват группы. Вот, соответственно, нужно создать такое предложение и объявить вакансии, что нужны координаторы по такому направлению, вот это нужно делать, вот это. Потому что часто добровольцам кажется, что в детском доме никто ничего не делает, там все страдают, там все плохо. Надо просто показать, что мы не можем и что силами добровольцев мы можем сделать. Добровольцев. Вот. Просто не бояться это сформировать. Тогда человек будет понимать, что вот здесь я могу, а здесь я не могу, а здесь я точно могу. Вот через предложение, через вакансизацию, через рекрутирование. Вот, чтобы люди понимали, что им придется делать, что им придется действительно что-то делать. Это надо делать, тогда все будет нормально. Второй вопрос. Наши слушатели пишут о том, что, скорее всего, специалисты тоже учреждений для детей-сирот, о том, что они сейчас испытывают большие трудности по работе с выпускниками именно в период пандемии. И вот такой вопрос: какие формы работы можно использовать вот в этой сложившейся ситуации? Ну, я скажу, что вот сейчас, допустим, с тем же Сбербанком, вот эти 13 программ, они частично те, которые выездного характера, там, допустим, адаптационные лагеря, тренинговые квартиры и так далее, так далее. Но есть вещи удаленного характера. Вот у нас есть такой проект «Через искусство будущее», когда артисты, известные артисты, у вас наверняка есть известные артисты в Якутии, могли бы через различные коммуникации учить детей читать стихи, петь песни, самопрезентации, подготовки, ну и так далее, то есть репетиторы и так далее, так далее. То есть вот сейчас эта коммуникация через интернет тоже крайне важна. Просто ее нужно наладить. А проблема заключается в том, что часто у учреждений просто нет таких информационных ресурсов. Там не тянет интернет, не оплачен интернет, нет понимания и так далее. И опять же вопрос должен быть к людям, которые могут это сделать. Если сам детский дом этого сделать не может, соответственно, найти исполнителя. Это опять же можно сделать вакансии, это опять же можно пригласить специалистов, это опять же можно обратиться вот к Ольге, например, да, и сформировать эти программы удаленного участия в жизни детей, которые не могут выйти за рамки учреждений, потому что они заперты там. Здесь опять же нужен некоторый вариатив. Насколько
и кто готов чего предложить. Надо просто на это все посмотреть с точки зрения ресурсной составляющей и сделать проектное решение. Спасибо, Александр. Вопрос следующий. Тоже поступил от специалистов учреждения основные принципы постинтернатного сопровождения. Основной принцип постинтернатного сопровождения, на мой взгляд, это непрерывность контакта с людьми, которые рядом находятся. Это наставническое сопровождение. Не должно быть обрыва. Должна быть последовательность и преемственность сопровождения, информированность будущего агента взаимодействия о том, что, как и зачем ребенок жил в детском доме. Чтобы это не было для учреждения новым каким-то незнакомым субъектом или объектом, с которым придется по новой работать. Поэтому контакты должны быть максимально частыми и постоянными, но и система сопровождения непрерывная и ступенчатая. Потому что, выходя из детского дома, сначала у выпускника возникает одна история, потом вторая, потом третья, а потом вот заканчивается какими-то усложнениями. Чтобы вот эти усложнения возникали в рамках взаимодействия со значимым взрослым наставником. Потому что часто он сам не способен, не может, не знает, не готов, не умеет и так далее. А вот этот вот его умный поводырь может быть качественным агентом влияния и взаимодействия. Без этого никак. Спасибо. Есть еще вопросы? Вот еще тут вопрос был в чате, в Зуме. Александр, о каком фильме ты говорил, который ты обсуждал в соцсетях? Какой-то иностранный фильм, который, скорее всего, в Фейсбуке ты обсуждал его. Да, сейчас я найду. Смотрите, помимо этого, ведь у нас же есть сегодня возможность, большое количество фильмов сделано об успешных выпускниках детских домов. О детях, которые вышли из детских домов, состоялись, и вообще можно организовывать целые киноклубы с показами и обсуждением этих фильмов. Эти фильмы висят на сайте и в YouTube у фонда «Арифметика добра». Я один из первых начал эти фильмы делать. Например, фильм «Боец» или фильм, «Мария», выпускница детского дома, который вы, ну и так далее. Да? Сейчас я найду фильм и скажу вам, который можно посмотреть и вместе обсудить. Помимо этого, есть фильмы не наши, так назовем, да, то есть можно составить линейку фильмов, которые можно обсудить, в том числе со студентами, их проговорить и выйти там на какие-то проблематики, да, там, фильмы художественного характера, документального характера и так далее. Ну, например, фильм «Джон», наверное, вы все знаете, да? Джон, знаете? Оля, фильм «Джон». Сейчас я назову вам этот фильм. Кстати, мальчика. Короткометражный фильм называется «Удаленные». Удаленные. И там как раз идет обсуждение данной проблемы. Потому что у нас, к сожалению, социальное кино, ну, так скажем, не совсем продвигается, хотя есть определенные фильмы, которые это делают, да, но, к сожалению, пока так. А еще вот вопрос. Если я посадил одно дерево, я волонтер? Я каждый день сажаю 10 деревьев. Ведь вопрос не в посадке, а вопрос в нашем сознании. Зачем мы это сделали? Если это просто посажено, и человек не знает, волонтер он, не волонтер, вопрос к его сознанию. Хорошо, спасибо. Покормил птичку, я волонтер. Погладил кошку чужую, я волонтер. Я хочу добавить вот ответ на вопрос про фильмы, да, вот как раз-таки фильмы мы использовали в работе со специалистами, как это можно использовать.
Арифметика добра, в YouTube-канале Арифметика добра замечательного фонда мы нашли эти материалы, и прямо там на сайте мы нашли еще методические рекомендации, как использовать в работе с этими фильмами. Оно очень хорошо идет, просто сейчас мы, конечно, реально не можем это применить в ситуации пандемии, но я вот согласна с Александром, что замечательные материалы подготовлены и можно использовать в работе. Вопросы поступают от уже маленьких сел, территорий, где имеются, конечно, ситуации детей, семей, которые оказались в трудную жизненную ситуацию. Люди хотят им помочь, люди хотят начать волонтерскую работу. И вот такой вопрос, фокус. Как правильно начать волонтерство с детьми и семьями, попавших в трудную жизненную ситуацию? Ну, вот сейчас мы стараемся развивать эту тему. Во-первых, нужно понимать несколько вещей. То, что мы можем сделать здесь и сейчас, например, семья нуждается в одежде, в питании, в продуктах, в канцелярских товарах и так далее, и сделать, и помимо этого, что может сделать государство? Не просто то, что мы можем, а что может еще сделать государство? Какие законы существуют? Получает ли семья какие-то пособия? Оформили ли там то есть все 50. Нужно ли помочь маме с папой найти работу? Может быть, нужно профессионализировать и поменять там какие-то форматы и так далее. То есть это вопрос к, опять же, мультипрофессионализации. То есть должны быть ответы на вопросы, которые возникают. Вот мы сейчас сами занимаемся несколькими такими семьями. То есть не просто бросать клич, а понимать, что должно сделать общество, что должно сделать государство, что должно быть сделано нами всеми, что может сделать общественная организация и так далее, и так далее. Вот это понимание, оно как раз возникает из некоторого обучения. И мы будем, кстати, я буду обучать и проводить обучение по работе с семьями в ТЖС, потому что не всегда проблема нами воспринимается так, как она должна реализовываться, то есть как она должна решаться. То есть не всегда сбор денег, нужна, возможно, юридическая консультация, не всегда, там, может быть, психологическая консультация нужна и так далее. То есть понимать те реперные точки, на которые нужно обратить внимание. Ремонт квартиры, замена техники, ну и так далее, и так далее. То есть здесь нужно смотреть на поэтапность. Вот. Но это, конечно, должно быть профессиональное знание, чтобы не вырастить в этих семьях иждивенческое настроение. Все должны, все обязаны и так далее. И подключение агентов влияния. Например, вот часто мы подключаем уполномоченных по правам ребенка, иногда обращаемся в следственные органы, в прокуратуру, если мы видим, что права нарушены, и никто ничего не делает. Спасибо. Реплика, спасибо, Саш, интересная. Вас послушать и запросто передумаешь становиться волонтером. Это слишком сложно. И с проблемами этими должны заниматься, на мой взгляд, профессиональные психологи, социологи. Иногда, когда стараешься помогать, семьи воспринимают помощь как должное, они становятся более наглыми и не стараются выходить из трудной жизненной ситуации. Как работать с такими семьями? Вот одна реплика, а второе – это реплика с вопросом. Значит, ну, во-первых, если мы работаем с семьями, обязательно нужно заключать договор. Договор ограничивает рамки захода и не дает возможности сделать такое понятие, как перересурситься. А потом уже акт выполненных работ. Что мы сделали, как мы сделали и так далее. Мы делаем оценку. Не сама семья дает предложение, да, а мы видим то, что необходимо, и в рамках необходимого это реализуем. По поводу «меня послушаешь» и так далее. Да, я 22 года в теме, я тоже начинал с того, что я был добровольцем, там как-то ходил по детдомам, работал, а потом я уже понял, что нужно расти с точки зрения влияния на органы власти. Поэтому я перешел в новую тему, называется он просто социальный лоббизм. Когда мы не просто какую-то делаем проблему, решаем проблему, мы обращаем внимание органов власти на проблемы, с которыми сталкивается какая-то часть населения. Просто надо расти из одной точки в другую, ставить перед собой такую задачу. Если есть договор, и договор реализован, он может быть основанием для органов опеки о том, что семья находится под защитой данной организации, что выполнены такие виды работ, если есть какой-то запрос и так далее. Чтобы не получалось так: дайте еще, а вот еще дайте, а вот еще дайте. Есть договорные отношения, в рамках которых мы взаимодействуем. Мы можем предложить такие виды услуг: юриста, психолога,
предложить вот такой пакет помощи и так далее. Но не заходить за рамки того, что семья становится нам обузой и на нас повисает. Спасибо. Если надо такой договор, я могу подарить. Здорово, отправляй к нам, мы подарим. А, Надежда, есть еще вопросы? Вопросов больше нет, просто они повторяются. Да, тут вот вопрос, с чего можно начать со школьной скамьи. То есть вот про детский сад был кейс, а про школьников? Ну, во-первых, школьники – это тоже ресурс, потому что они молоды, они горячие. В советское время что только школьники не делали, вспоминайте. И макулатуру собирали, и огороды чистили, и дрова кололи. Я сам тоже ходил, колол дрова бабушкам и так далее. Надо посмотреть на проблему, которая рядом существует, и понять, в каких возможностях могут тут участвовать те же школьники. Помыть окна, поколоть дрова, принести продукты. Все это им доступно. Все. Только не надо там, как часто бывает, из этого делать героизм. Это должна быть обычная такое гражданское участие молодого поколения, которое тоже может воспитываться через благотворительность. Сборка кладбищ, наведение порядка. Сейчас 9 мая будет. А почему нет? У меня выпускники детских домов занимались уборками территорий. Это тоже начало хорошего дела. Экологические акции. Много чего. Ну что, спасибо, Александр, спасибо за вопросы. Я, может быть, в твой глоссарий добавлю парочку таких слов, которые ты можешь. Мы агент влияния, мне очень нравится, и я возьму себе в свой словарик, да. А мне кажется, ты являешься амбассадором, посол доброй воли, ты посол. Когда нужно идти к уполномоченному, когда нужно идти в органы власти, когда нужно с руководителем тюрьмы договариваться, чтобы там часовню открыть. Это просто настоящая такая посольская работа, я бы хотела сказать. Вот этот медиатор, который... Ты сказал проблемолог, да, или как ты сказал это слово? Проблемолог, да, человек, способный быстро решать проблемы. Челябинский ресурсный центр подарил нам такое словосочетание – кризисный менеджер. Это не их, это на самом деле это из бизнеса, кризисное управление. Да. Мы взяли у них, и это действительно волонтер. Когда все хорошо, да, нужен ли волонтер? Вопрос. Ведь мы сегодня столько точек говорили, где действительно нужны волонтеры. И вот эта реплика, мне тоже она очень понравилась. Да, это сложно. Когда к нам приходят, да, и Надежда Моисеевна заставляет проходить фактически школу приемных родителей, а волонтера, который только один шаг сделает на территорию детского дома, конечно, это сложно. Мы понимаем, что мы в ответе за тех, кому мы будем помогать. И я думаю, что, уважаемые слушатели, вы сегодня нашли ответы на те вопросы, которые ставили перед собой, что волонтер это не подвиг, это не героизм, я для себя поняла, да, а что это действительно непросто. И мы должны для себя, особенно руководители организаций, руководители учреждений, лидеры, амбассадоры, мы должны понимать, что волонтеры – это ресурс. Это мощный человеческий ресурс. И пусть это школьник, студент, серебряный волонтер, но это та армия, которая очень нужна. И сейчас я в твоих соцсетях как раз отмечала, что ты пишешь в Фейсбуке о том, что сейчас во время пандемии остались настоящие волонтеры и настоящие НКО. Те, которые фейки, все, которые были, так скажем, на виду, но во время пандемии их не стало в природе. Они возникнут, наверное, чуть позже. И это тоже проверка. Поэтому волонтер – это человек, который прошел проверку, я думаю, это с большой буквы. Спасибо, Александр. Я желаю всем нашим слушателям, тебе и твоей семье здоровья,
Это сейчас самое главное для того, чтобы служить, для того, чтобы помогать, жить и быть неравнодушными. И мне кажется, эта ситуация, в которой мы сейчас живем, она показала, что только если мы будем вместе, если мы будем друг другу помогать, взаимовыручка, подставить плечо, дать руку, поддержать, вот тогда мы настоящие. И даже неважно, волонтеры мы или нет, мы люди. Да, Саша. Хочу добавить, одна из проблем вообще добровольчества и волонтерства заключается в том, чтобы не сдерживать себя, в том, чтобы щедро отдавать то, что у тебя есть. То есть не заниматься накопительством, а есть возможность написать книжку, напишите. Есть возможность рассказать о чем-то, расскажите. Есть возможность передать опыт, передайте. Если вы, например, вот там написал один человек, что он там недобрый курит, ну, например, вот мы приехали в дом ребенка при исправительной колонии, где дети родились в тюрьме. Как я туда приду недобрый и накуренный? Все понты снимутся. Потому что эти дети, находящиеся там, это то самое святое, что может быть касаться нашего взаимодействия. Я к ним должен прийти чистый и свободный. Что взаимодействие со мной он меня не боялся, хотел со мной работать и меняться. Потому что этот маленький ребенок ни в том не виноват в том, что его мама сидит в тюрьме, а он находится в этом доме ребенка. Поэтому вот эти чистые помыслы, они должны сохраняться максимально всегда. Писать больше постов, информировать, появилась какая-то мысль, ее, пусть она не всегда обработанная, но она должна показывать миру, что мое неравнодушие здесь и сейчас, оно со мной сохраняется. Вот тогда у нас будет вокруг все меняться, а не так, что мы в рамках того, что вот мы там добровольцы, и этого достаточно. Этого недостаточно. Сегодня тем более этого недостаточно. Потому что мир, вон, благотворительность резко изменилась. Она стала другой. И все смылось, и осталось самое настоящее. Вот те настоящие, кто сегодня работает, помогают. Будьте настоящими, вот я так скажу. Спасибо большое. До новых встреч. Встречаемся в декабре, в самом начале. Да, мы благодарим всех. И коллеги, слушатели, друзья, если вы в чаты сейчас напишите и имя, фамилия, отчество, и вашу электронную почту, и телефон, мы вам отправим сертификат. Саш, давай вместе подписи поставим на сертификате виртуальном. Если это будет полезно, то пожалуйста, конечно. Я думаю, что это будет полезно, это здорово, и еще у нас люди портфолио собирают, а волонтерам, студентам ставят бонусы, и давайте мы сейчас пока так поддержим, и, может быть, мы дорастем до серебряного значка 3 девятки от Александра Гизалова когда-нибудь. Ну, я думаю, что надо к этому стремиться, потому что сегодня реально столько людей помогает, и просто не всегда, ну, можно рамочку подарить там с грамотой, но иногда смотришь, как человек делает там 15-20 ходок в день, разводит продукты, ну как можно оценить его такое участие? Слово спасибо, ну, спасибо. А так, чтобы это, ну, было заметно, конечно, хочется, знаете, как есть такая песня у Бориса Гребенщикова «Серебро Господа моего». Вот как-то вот соответствовать вот этому серебру. Любви, милосердию, состраданию. А не просто, значит, желание показухой заниматься. Мы этим не будем заниматься. Хорошо, спасибо, Саш. Спасибо. До свидания, до новых встреч. До встречи. Спасибо. Пока эфир не отключаем, коллеги, пишите, пожалуйста, ваши почты, имя, фамилия, отчество, мы направим вам сертификаты виртуальные, онлайн. Спасибо, Саш. Всех благ. И как ты всегда говоришь, аминь. Аминь. Все не зря, все не зря. Все не зря. Спасибо. Спасибо. Пока, Саш. Успехов тебе. И вам тоже большое спасибо. Рахмат. Олю вижу, Алексея вижу.